Начало зимы. Календы. Старик. Великий Отец. С 6 декабря, согласно обычаю, начинают говорить о старике. Это прозвище, которое называют Святого Николая или Санта-Клауса по современной христианской версии. А вот согласно русскоязыческой традиции, это бог Патола у древних прусов, который в это время уже выходит гулять по свету. Может быть, этот старик также обозначает Каукс. Это время, когда уже хорошо видно Ориона, Каукса, на небе в районе полуночи. В календаре Орион стоит на небе ровнее всего и выше всего. Поэтому это время также может называться Паталинис или Каукинис, один из 20 месяцев древнейшего языческого балтийского календаря, наряду с Велинисом, Супинисом и Грамбинисом. Из колядок, песен, которые поют на календы, мы знаем, что старик обозначает божество, которому нужно приносить в жертву зерно, семена и таким образом входить во двор отца. А он уносит дары в лес к мировому древу. Ой, да встаю я рано поутру, ой, календа, календа, ой, собираю два решетаржи, ой, календа, календа, два решетаржи и третья пшеница, ой, календа, календа, молчат собаки, не поют. Ой, да вхожу я на двор огромный, ой, календа, календа, молчат собаки, не поют птицы, ой, календа, календа, ой, прибегает черный салапать, ой, календа, календа, черный салапать, да кривой лапать, ой, календа, календа, ой, да вперед он, белые руки, ой, календа, календа, ой, да уносит, да в лес зеленый, ой, календа, календа, ой, да сажает у граба малого, ой, календа, календа, ой, осыпает златом да сребром, ой, календа, календа. В других песнях повествуется о том, как девочка бегает босиком по снегу для того, чтобы выполнить волшебные поручения, и, проходя по мосту, встречает отца. Так она попадает в иной мир, где и получает ответы на все свои вопросы. Двор отца можно увидеть, залезая на верхушку самой высокой ели или сосны. В старину в Пруссии, пока был в силе запрет на вырубку деревьев в лесах, крестьяне срезали верхушки самых высоких елей, чтобы принести их домой на Рождество. Ко двору всеотца Великий Отец также в песнях называется тестем или дедушкой. Также ведут коней. Юноша должен жениться на дочери Великого Отца, на невесте из иного мира, а девушка из мира земного выходит замуж за жениха из иного мира. Конь в прусской традиции является универсальным, даже космическим символом дикой силы, магическим субъектом, связанным как с небесной и солнечной сферами, так и с нижним хтоническим миром, как с вестями от богов к людям, так и с людской долей. День коней. 6 декабря отмечается День коней или Асвинис. Асвинис – завершение месяца кобыльего молока. На другом уровне можно подумать, что с этого времени старик – это бог Укопирмс, как божество небесного света, который едет верхом на белом коне, что также является символом света. Поэтому это время могло быть временем для гаданий и ворожбы посредством белого коня. Конь исполняет желания бога или богов и оглашает судьбу людей. Бог Укопирмс едет верхом на белом коне. Художник Епкапс Бина, Латвия, 1932 год. Конь судьбы Аргус Гаумлинс. На этом коне сидит невидимый для людей бог, который определяет судьбу, буквально отламывает долю. Должен ли христианский монах, вторгнувшийся в языческое святилище, быть принесен в жертву или нет? Видео наблюдает за тем, какой ногой конь перешагнет через копье, левой или правой. Если левой, тогда судьба монаха остаться в живых, если же правой, тогда монаху будет определено умереть. Возможно, в старину в декабре прусы приносили коней в жертву. Об этом смутно напоминает сказка «Прус Даркс и белый конь». Это могло быть чем-то похожим на индийскую охоту на кобыл, ашваметха, или на ритуальные хороводы и обряды
введенный англосаксонским путешественником Вульфстаном в Пруссии, в Погизании, близко Ненавской торговой фактории Труса на окраине современного Эльблонга, около 890 года. Имущество умершего человека делилось на 5 или 6 частей, так же как и магическое число года, определение его на 20 или на 12 месяцев, и тратилось посредством соревнований в скачках на конях. Символом этих соревнований является переход из старого года в Новый год. Старый год, как и старое добро, должен быть совершенно истрачен и передан новому хозяину, чтобы мог начаться Новый год. Два белых коня, нарисованные красками на седле, Самбия, 11-12 век, найдены в полутора километрах от Побетона. Эта пара коней обозначает рубеж старого и нового года. Один конь слева представляет собой старый год, но приносится в жертву. Видно, как течет его кровь. Происходит превращение. Он передает свою силу и мощь новому году. Коню справа. Между коней находится неизвестный бог. Старик, Укапирмс, Паталс или Каукс. Над каждым конем видны 4 зубца гребешка, а сам бог мог быть 9-м зубцом. Отсылка к праиндоевропейской 9-дневной неделе, в которой каждый день был посвящен одному из верховных богов. И сам Каукс таким образом представляет собой рубеж старого и нового года. Два белых коня, близнеца с неизвестным богом между ними и гербом Прусы. Два коня везут Саули по солнечному пути на небе. Рисунок на погребальной уровне. Грабово, 6 век нашей эры. Цифра 6. Код солнечного года. Годовой путь Саули. Соты, Плеяды, брат. Согласно древнейшей традиции, год и колесо года делятся на 6 частей, в соответствии с 6 точками на горизонте, по дороге Саули на небе. В древнеиндийском ритуале Ашвамедха, Асвамедьяне по-прусски, после смерти особо знатного человека в жертву приносился конь, которому исполнялось 24 года, а 2 плюс 4 равно 6. В аналогичном прусском ритуале, согласно свидетельству Вульфстана, имущество умершего человека делалось на 6 частей. Интересно еще заметить, что в Индии год традиционно делится на 6 сезонов. 6 частей года по пути Саули, солнечный годовой код. По своей структуре соты подобны 6 частям года, как будто у пчел есть годовой код Саули. Пчелы летают между мирами и тоже могут сообщать вести из иного мира. 6 частей года по пути Саули, годовой код Солнца на Небурском диске. Небесная семья на Небурском диске, соты, Плеяды, Саули, Меникс, небесная ладья. Примерно 1600 год до нашей эры. Из народных песен мы можем узнать о небесной семье. Саули – мать, Меникс – отец, Лауксна – звезда, одна из сестер, Плеяды – братья. Чья это семья? Зачастую воины или сироты в фольклоре общаются с членами небесной семьи. А этот воин или сирота символически представляет собой того, кто уже начал свой духовный путь. Его настоящая семья космическая, в которую он или она тоже понемногу входит. Из текстов народных песен, легенд, мифов и сказаний мы знаем, что у главного субъекта обычно существует особая связь с его или ее братом. Плеядами, помогающими герою знудать коня. Эразм Стелла в своей книге 1518 года о древностях Пруссии сообщает, что прусы избрали Видевута своим королем пчел. Но само слово, которым прусы обозначали пчелиного короля, звучало как биотерус, а должно было быть битерс, байтерс или пайтерс. На древнепрусском языке созвездие Плеяд называлось пайкорен, то есть строитель. Таким образом, Видевут видел прусов как трое пчел, а себя как короля пчел, то есть Плеяды. Мы знаем из народных песен, что пчелы своеобразные посредники между тремя мирами. Другим интересным фольклорным фактом из текстов колядных песен и сказок является то, что пчелы даже могут быть синонимами Бога. Вечер Каукса на календаре пчелы строят дом, включающий в себя Саули, Меникса и Аустру. А в других вариантах Бог строит дома, состоящие из солнца, месяца и звезд. Таким образом, Плеяды должны были представлять собой короля или бога-посредника, находящегося между небесным и нижним миром. Как мы знаем из прусской хроники Симона Грюнау 1529 года, у Видевута тоже был брат. Мы можем считать их обоих сыновьями Бога, которые ждут Саули или ее дочь и везут ее на ладье по морю. Так же, как считает Гинтерас Береснявичус, Видевут сын Дейвиса или Перкунца, а Протеннис, его брат Свайс братья или Братеннис, сын Пикула, Пикульца. А матерью обоих братьев является богиня Зари Аустра или небесная русалка Лаума. Интересна связь Плеяд с судьбой. В индийской традиции существует сюжет о 6 женах мудрецов, которые не были им верны, и поэтому попали на небо и стали индийскими Плеядами, Картикой. Посредине Плеяд находится их ребенок Сканда. Его имя похоже на прусское слово скенда – тонет. А мы знаем о том, что индийский бог Шива утопил свое семя в реке Ганг, где родился Сканда.
которого эти жены и растят. Слово «картика» в свою очередь напоминает о литовской третьей лайме, который зовут карта. Мы не очень хорошо знаем, какую роль выполняет карта. Если лайма ломает, отламывает, то есть определяет часть судьбы для человека, Декла, вторая сестра, должна помещать куда-то этот кусок судьбы. Но из фольклорных текстов иногда мы видим, что карта должна вешать срок жизни. А почему именно вешать, не очень ясно. Но иногда о плеядах думают как о венке. И, как известно, на Каупале, летнее солнцестояние, ставят Каупале картану, то есть купальский шест, на который же девушки вешают свои венки, метая их вверх. И вешая их, они таким образом узнают свою судьбу. Также, что касается значения вешать, можно вспомнить о пчелах и сотах. Пчелы, которые могут быть символическим обозначением Бога в дикой природе, вешают свои дома соты на деревья. Такие же, может быть, как и плеяды, висящие на небе. С другой стороны, может быть, что имя третьей лаймы, карты, индийское название плеяд, картика, происходит от глагола кирта или кирстун – рубить. Поэтому мы также можем предполагать, что неужели карта не могла представлять собой аспект судьбы, связанный с пересечением жизни, с концом жизни. Также от этого глагола кирта, кирстун, происходит слово карц, ковш. Иногда о плеядах тоже говорят, как о ковше. Полагают главным образом не только форму сот, но также и несколько звезд слева, видя их как рукоятку или ручку ковша. И эта ручка показывает ночью время. Здесь выстраивается следующий смысловой ряд. Карис – соты, картана – шест, карта – третья лама, картика – индийское название плеяд, карц – ковш. Годовой путь солнца – 6, мальчик – король – соты, священная середина, священный шест, судьба, доля, указатель. Плеяды связывают воедино небесный мир. Саули – их тонический мир Пекульса. Кони и черный петух. Таким образом, в середине декабря мы благодарим лошадей. Хозяева дома дают коню много овса с кровью черного петуха. Этот петух должен быть черным и иметь гребешок с 9 зубцами, как девятирогий олень и рог прусского лося. Жертвоприношение черного петуха обозначает наступление Скирстувиса. Черный петух с 10 зубцами на гребешке, обычно на гребешке у петуха от 4 до 7 зубцов, приносится в жертву в день коней. Можно подумать, что он является символом того самого неизвестного бога, который находился между двумя близнецами, между двумя конями. Скирстувис – забивание коня, забивание скота. По прусской традиции зарезать голову можно на полнолуние или в первую четверть луны. По жертвоприношению свиньи гадают о погоде на зиму или на целый год. Если сначала идут жирные куски, то тогда первая половина зимы будет холодной. Иногда после Скирстувиса люди использовали свиную голову для украшения стола на календы, вечер Каукса. Из сказок о ночи календ мы знаем, что в эту ночь люди могут слышать, как разговаривают животные. Таким образом, голова свиньи на коленном столе обозначает собой уста Каукса Паталса, через которые люди могут получать вести от душ, а также от богов. Свинья – символ плодовитости и жизненной энергии. Иногда голова зарезанной свиньи – это сама календа, воскресшая Саули или огонь энергии Саули. Почему, начиная палять зарезанную свинью, люди надо видеть, что она воскресает и начинает бегать с горящей соломой на себе, и таким образом может зажечь дом. Поэтому-то свиней режут в полнолуние или в первую четверть луны, примерно за 2 недели, то есть за 18-19 дней до календы. Можно представить себя, как неживая свинья, завернутая в горящую солому, неожиданно воскресает и бегает по дороге, по снегу и по льду, так же, как и Саули, которая уже была не жива, но снова начинает движение по своему небесному пути. Можно подумать, что символически тело свиньи – это тюрьма для Саули на календы, из которой нужно освободить солнечную богиню и ее огонь. Каукарс на календы. Примерно во время календ Каукс, Орион, стоит в небе выше всего и ровнее всего. Приходит его время выполнять свою работу. Выручиться, освободить Саули. Кауксу в это время нужно отправиться к кузнице Кальвесу. Он кует, разбивает молотком тюрьму Саули, город мира. И молотом же выковывает новую Саули. То же самое происходит и со свиньей. Мясник сначала несколько раз ударяет свинью молотом по голове, только потом уже режет ее, как будто бы освобождает солнце. Каукс, как зодиакальный знак декабря, нарисованный на ятвярском ковше из Гродно. Может быть, это звезда Саули, может быть и Сириус. Считается, что зодиак происходит из Вавилона, где Орион был небесным пастухом, или настоящим пастухом Анном, Сипазианна, верховным вавилонским небесным божеством в небесной сфере, который на вавилонской карте этого созвездия изображался вместе с петухом. Может быть, здесь Сириус выглядит как петух. На другом уровне Каукс представляет собой Аутримса,
остановившееся посреди моря, который господствует над ветрами и волнами. У Алтримса два лица, что обозначает два главных ветра – добрый и недобрый. Хотя эта модель подобна коням-близнецам, посреди которых находится неизвестное божество. Здесь посередине находится петух. Каукс-петух – властелин всех ветров. Каукс, как от Аутримс, Банк Путис. Также Ветропац, Ветродейвс с черным петухом. Матеус Преториус, 17 век. Черный петух – указатель ветра. Олень и цифра 9. Вечер Каукса или святой вечер на календы. В старину на Балтийском календарном столе было 9 блюд, которые готовили без тепловой обработки на огне. Это были дары земли: зерна, семена, орехи, коренья, луковицы, овощи, плоды, ягоды и грибы. Все, что не из пространства людей, а из дикого пространства, как лес, не из сада. Это добро, эти блюда обозначают связь или мост с иным миром, с миром душ, предков, духов, призраков и богов. Позднее на том же столе появлялись 12 блюд уже с обработкой на огне, но все равно без продуктов животного происхождения. Знак ноября: олени, саули, полная луна и звезда на Ятвержском ковше из Гродно. С неолитических времен у оленей происходили миграции в районе ноября-декабря. Именно поэтому в наше время мы поем «Пербега рагингис невенерангис». Прибегает олень девятирогий. Здесь между оленями находится полная луна. Как считается, свинью на календаре можно резать в полнолуние. Магическое число 9 происходит из лунного календаря. Одна фаза луны занимает примерно 9 ночей. На самом деле фаза луны длится примерно 7 с четвертью суток. Например, с первой четверти до полнолуния. 9 месяцев или 9 лун проходят от весеннего равноденствия до календ, что на самом деле есть живой год, так как 3 месяца от календа весеннего равноденствия – это не год, не время года. Таким образом, фраза «прибегает олень девятирогий» означает, что прибегает год. 9 рогов оленя, 9 зубцов на гребешке петуха – вечность. Выходит, что черный петух также связан с Мениксом, с началом лунного цикла и с цифрой 9. Первая фаза луны – новолуние, первая четверть. Сравнивая первую фазу луны с рогом прусского лося и гребешком петуха, можно увидеть похожие картины. Прусский рог выглядит как стилизованная первая фаза луны с кодом 9. Рог лося, у которого тоже 9 концов, символ Прусы. Лось – символ вечности. Календа – это тоже вечность, когда время заканчивается. В многих городах Пруссии была лосиная символика. Сейчас календарь представляет собой своеобразную смесь. Одна часть проистекает из лунного календаря, другая – из солнечного календаря. Насколько видно, календарь не только праздник Саули, но также и аспект Меникса. Может быть, это превращение происходит или связано с первой четвертью Луны. Должно быть, календарь определяли важный временной отрезок – 9-дневную неделю по лунному календарю, когда Луна растет от новолуния до первой четверти или от первой четверти до полнолуния. Тогда на 9-м роге происходит превращение. Еще один, 10-й рог – это уже молодой, только что заново воссозданный мир. Но сейчас на календаре мы много смотрим на Солнце. Заново воссозданное, оживленное и восставшее Саули показывает круг с крестом.